Ежегодно 10 апреля отмечается День крымско-татарской журналистики. Именно в этот день, 140 лет назад, мир увидел первый номер крымско-татарской газеты «Терджиман». В библиотеке имени Гаспринского каждый год проводят мероприятие, посвященное Дню крымско-татарской журналистики. 10 апреля как-то так сложилось, был проведен круглый стол проблемам крымско-татарской журналистики, и пришли к выводу, это было все в нашем читальном зале, что давайте 10 апреля, мы тогда были, много было писателей, которых уже, к сожалению, нет, и чтобы досконально рассказать, почему этот день, но мы свидетели того, что именно этот день они выбрали, именно 10 апреля, День крымско-татарской журналистики, и каждый год мы придерживаемся этой традиции и стараемся проводить и проводим. Читальный зал Национальной библиотеки полон гостями. Здесь собрались общественные деятели, профессиональные и будущие журналисты, студенты Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова. Для них провели краткий экскурс в историю возникновения Дня крымско-татарской журналистики и подготовили выставку лучших книг о журналистике. Сегодня мне очень понравилось данное мероприятие. Было очень интересно послушать о всех представленных книгах на презентации. Было много интересных книг, которые хотелось бы прочитать в дальнейшем. Некоторые из них были прочитаны, и кажется, что круто, что я их прочитала раньше, я о них уже знаю. Наиболее интересной для студентов стала творческая встреча, диалог с редактором, журналистом газеты «Голос Крыма» Гульнарой Челенгировой и писателем, художником, главным редактором сетевого издания «Культурная хроника» Шевкетом Кишвединовым. То, что касается крымско-татарского журналиста и крымско-татарской журналистики, когда идет диалог, возможно, даже с человеком не из Крыма, который совсем не знает ничего о крымских татарах. Есть такой в литературоведении прием, он называется прием минус, когда ты вроде не говоришь о крымских татарах, когда ты вроде не говоришь о Крыме, но ты сам по себе являешься представителем этого народа, и, соответственно, через тебя начинается взаимопроникновение культур. Это первое отличие. А второе, так или иначе, я, например, когда беру интервью, мне всегда интересно у собеседника, у крымского татарина, не крымского татарина, каким он видит настоящее Крыма, как он себе объясняет прошлое Крыма и, возможно, как он себе видит будущее Крыма. Мне кажется, через эту призму и нужно оценивать крымско-татарскую журналистику сегодня в том числе. Спикеры поделились с будущими журналистами секретами профессионального мастерства. Мероприятие было очень, во-первых, неожиданным, потому что мы сначала пришли на пары, но нас отправили сюда, но я об этом не пожалел. Мероприятие было интересное, очень интересно было послушать разных выступающих, и особенно понравилась концовка с Шевкетом Кишвединовым. Пришел к выводу о том, что журналистика – это как раз то место, где разные сферы охвачены, и можно себя во всем попробовать.